Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Наримат Арсинова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новый депутатский состав Государственной Думы провел первое заседание. В Государственном совете республики состоялось заседание Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Сегодня отмечается День учителя во всей России. О всех самых интересных новостях смотрите в нашем выпуске. Сегодня дан старт работе 7-го созыва Нижней палаты парламента Российской Федерации. Депутаты Госдумы впервые собрались в зале пленарных заседаний в новом составе. Главные вопросы в повестке 7-го созыва – рассмотрение бюджета и проблемы внешней политики. На первом заседании перед депутатами выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. До этого глава государства лично напутствовал новоизбранный депутатский корпус лишь однажды, в 2003 году. Президент России Владимир Путин обозначил приоритетные направления для работы Госдумы 7-го созыва. Глава государства призвал парламентариев ставить интересы народа выше собственных амбиций. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто, в честной, конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Говоря о приоритетах в работе новой Госдумы, Владимир Путин призвал депутатов обратить особое внимание на социальную сферу. Также президент отметил, что необходимо укреплять безопасность и обороноспособность страны и отстаивать позиции России на мировой арене. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Подчеркну, работающие, действенные законы – это не только результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно, но прежде всего принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии. И поэтому Государственная Дума призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога. Президент также напомнил, что последние выборы прошли по смешанной системе, в результате чего половину мест в парламенте получили депутаты, напрямую избранные жителями регионов. Так, в работе парламента Российской Федерации сегодня впервые приняли участие депутаты от Крыма Руслан Бальбек и Наталья Поклонская. Напомним, «Единая Россия» утвердила кандидатов на руководящие посты в Госдуму. Кандидатура Руслана Бальбека утверждена на должность заместителя председателя комитета по делам национальности. В свою очередь Наталью Поклонскую выдвинут на должность заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Она также будет претендовать на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов и обязательств имущественного характера. Левиза Сидбелялова, телеканал «Милет». Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил уволить в течение недели руководство республиканской больницы имени Семашко в Симферополе за необоснованное начисление себе высоких зарплат. В ходе служебного расследования Министерства здравоохранения Крыма было установлено, что руководящий состав медицинского учреждения получал необоснованно завышенную заработную плату. По словам главы Крыма, расследование инцидента уже проводится. Общая сумма, которая там начислена была на 5 человек, 12 миллионов 31 тысяча 670 по итогам 8 месяцев с января по август 2016 года. Работать больше в медицине эти люди морального права, на мой взгляд, не имеют. Никакого вообще. Стыд и позор, и в данном случае довести еще до конца надо реализацию уголовного преследования в отношении этих должностных лиц за превышение полномочий, а деньги надо сделать все максимально, чтобы были возвращены в бюджет Республики Крым. Все незаконно начисленные премии, вознаграждения, ни за что вознаграждать. В Крымском парламенте прошло заседание Комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. В ходе встречи были рассмотрены кандидатуры на должность мировых судей.
Мировые судьи начнут осуществлять правосудие в Республике Крым к концу 2016 года, когда будут созданы все судебные участки и наберется соответствующее количество судей. Вслед за назначенными Государственным советом Крыма 23 сентября первых 25 мировых судей в конце октября присягу примут еще 20 их коллег, а в ноябре назначат основную часть судей. Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс отметил, что согласно законодательству в Крыму будет создано 100 судебных участков. Предпочтение при назначении судей будет отдано крымчанам, что связано со спецификой региона. Мы договорились с Мариной Анатольевной и с Игорем Ивановичем о том, что до конца этого года мы должны полностью укомплектовать мировую юстицию в Республике Крым. Нам нужно 100 мировых судей. Мы пообщались с рекомендованной на должность мирового судьи 23-го судебного участка города Алушта Валерией Говоровой, которая рассказала нам о том, кто такие мировые судьи и специфики их деятельности. Мировые судьи рассматривают гражданские дела. Перечень гражданских дел установлен гражданским процессуальным законодательством, но коротко это дела при имущественных спорах до 50 тысяч рублей, алиментные обязательства, если не возникает спора о детях, ну и перечень еще там порядок пользования устанавливают недвижимым имуществом, земельными участками, административные дела, также перечень дел установлен Кодексом об административных правонарушениях, приказное производство – это публичные правоотношения, налоговые споры, споры с пенсионным фондом, подчеркиваю, что только приказное производство, уголовные дела при небольшой тяжести, при наказание менее 3 лет лишения свободы. В каждом суде Минюст Крыма готовит размещение информационных стендов для того, чтобы граждане могли получить необходимую информацию о том, к какому судье необходимо обращаться. Отметим, что Государственный совет Крыма на пленарном заседании 19 октября рассмотрит и утвердит блок кадровых вопросов. Асан Абибулаев, Али Маметов, телеканал Миллет. Украинские ученые, чиновники и общественность обеспокоены состоянием Днепра. Из-за возведенных для получения электроэнергии плотин река потеряла собственное течение и не в состоянии смыть все то, что попадает в нее вместе с бытовыми и производственными стоками и сливами. По словам ученых, вода в каскаде Днепровских водохранилищ напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Тем временем власти Армянска провели мониторинг качества питьевой воды, которой пользуется население города и окрестных сел. По всем показателям вода в Армянске качественная. Для бесперебойного снабжения водой властями Армянска принято решение о строительстве еще одной скважины. Средства на ее сооружение выделили из республиканского бюджета. Пограничники Крыма за неделю предотвратили 3 попытки провоза патронов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Пограничники при осмотре автомобилей, следующих из Украины в Крым, обнаружили гильзы-патроны калибром 5,6,9 и 12 мм. Все транспортные средства и выявленные боеприпасы переданы крымской таможне для проведения дальнейших процессуальных действий. Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением мечети Джума-Джами, расположенной в Евпатории. Серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена в серии «Памятники архитектуры России» тиражом 5000 штук. Сегодня в России празднуется День работников уголовного розыска МВД России и День образования штабных подразделений МВД России. В рамках профессионального праздника специалистов поздравил председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев. Подробнее в нашем сюжете. Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим сегодня в городском совете Симферополя собрались все работники уголовного розыска МВД России. С поздравительной речью выступил председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев. Он отметил большой профессионализм сотрудников. Сегодня в любое время дня и ночи, в любую погоду вы исполняете свой профессиональный долг. И, конечно, это очень сложно. Сложно в городе Симферополе, потому что город разнообразный, город, который пропускает через себя практически весь поток отдыхающих, весь поток людей, которые сегодня приезжают с материка. И очень сложно вам разобраться, определиться, принять оперативные меры. Но у вас это получается. Спасибо вам за это. Потому что, как говорится в песне, ваша служба опасна и трудна. И хотелось бы в этот день пожелать вам
добра, благополучия, продвижения по служебной лестнице, чтобы на погонах каждый год появлялись новые звезды. Уголовный розыск – это одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один. Ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно. Также в рамках празднования сотрудники уголовного розыска были награждены почетными грамотами за добросовестный труд. Алимия Кайбулаева, телеканал «Миллет». В этом году Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым и администрации Симферопольского района гражданам была предоставлена материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья. Несмотря на это, остаются еще тысячи наших соотечественников, нуждающихся в этой помощи. Одной из таких является многодетная семья Ленуры Аметовой. Подробнее в сюжете Софии Шукуровой. Жительница села Родниковое Симферопольского района Ленура Аметова в 1989 году вместе с семьей переехала на родину, в Крым. Некоторое время семья проживала у родственников в Первомайском районе. Из-за отсутствия работы семья решила переехать ближе к городу. Проживали на съемном жилье, а получив участок, не имели возможности начать строительство. 15 лет у нас участок стоял, потому что не было возможности строиться. Начали в полкамня, хоть что-то свое, чтобы было. Возможности нету закончить эту стройку. Хотя бы сделать условия хоть какие-то для детей. 4 детей у меня, я многодетная мама. В недостроенном доме Аметовых нет элементарных условий для жизни. Семья с 4 детьми вынуждена ютиться в одной комнате, в которой нет мебели. Аметовы обеспокоены тем, что с наступлением холодов могут возникнуть новые трудности. Зима, конечно, пугает меня, потому что нету отопления. А если даже сделать что-то световое, выключают свет, и тоже надежды нету. Но газ тоже нету возможности привезти, потому что дом не закончен. Мы связались с председателем Родниковского сельского поселения Любовью Филипенко. Она рекомендует семье немедленно обратиться в сельский совет. Мне надо точно знать, какие документы, на ком у нее земельный участок, где она проживает. То есть пусть идет ко мне в четверг на прием. Есть программа если у нее есть материнский капитал, значит, есть программа по приобретению жилья. Мы подготовим документы. То есть, пожалуйста. В скором же времени Аметовы должны собрать пакет необходимых документов для получения помощи на завершение строительства жилья. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Сегодня работники образования отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. По традиции школьники поздравляют своих учителей с этим праздником, дарят цветы и подарки, устраивают для них концерты. Как прошел этот день в Октябрьской школе номер 3 имени Исмаила Гаспринского, расскажет Диляра Шевкетова. В ходе встречи глава Симферополя обсудил с молодыми учителями и воспитателями вопросы, касающиеся образования и улучшения педагогической деятельности. 20 профессионалов рассказали о своих успехах, поделились интересными событиями и положительными результатами своей работы. Выразили благодарность Виктору Агееву за оказанную помощь и содействие. Математика как учебный предмет является уникальным инструментом развития личности, потому что мы не можем научить на всю жизнь, один раз и навсегда. И свою цель я вижу в том, чтобы научить учиться, научить думать. И поэтому, как говорит наш образовательный стандарт, что мы должны на самостоятельную работу отдавать 40%, я стараюсь сделать больше, чтобы дети думали и так далее. Конечно, цель глобальная, но помогает мне в этом моя школа. Это мой коллектив, моя администрация. Это мой методический центр. Я не боюсь позвонить, я не боюсь прийти. Так вот я себя реализовываю. Спасибо большое. Вместе с тем молодые специалисты внесли предложения по обеспечению материальной базы школьных и дошкольных учреждений, пополнению библиотечных фондов и продолжению оказания содействия в решении проблем образования. При общении мы услышали, что их волнует, что необходимо изменить. И понятно, что всех волнует это и жилье, которое необходимо молодым педагогам. И, конечно, заработная плата их волнует, потому что 15 тысяч для молодого специалиста, я думаю, что маловато будет. Поэтому сегодня наша задача найти возможность, как доплачивать из городского бюджета, найти возможность для того, чтобы строить жилье для молодых специалистов. Поздравили сегодня, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех педагогов города Симферополя с профессиональным праздником, потому что они сегодня выполняют очень серьезную функцию воспитания нашего подрастающего поколения. И у них это получается. Спасибо им за это.
Подводя итоги мероприятия, Виктор Агеев поблагодарил молодых специалистов за успешную работу, поздравил всех работников образования с наступающим праздником Днем Учителя и вручил каждому участнику подарок – планшет. Диляра Шевкетова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». День самоуправления, проведенный во второй Зуйской средней школе с крымско-татарским языком обучения, уже давно стал традиционным мероприятием. Сегодня каждый 11-классник занял свое преподавательское место. Как старшеклассники справились с миссией преподавателя, узнаете в сюжете Султании Ситакаевой. В день самоуправления все ключевые посты в школе от учителей до директоров и заучей занимают дети, ученики 11 классов. В этот день есть удачная возможность получить хорошие оценки, причем сразу несколько штук. Сабрия Юсуфова сегодня поняла, что работа учителя совсем не легкий труд, требующий огромного терпения и трудолюбия. Я в первый раз преподавала урок. Было чуть-чуть сложновато. Сначала они не слушались, игрались, а потом уже чуть привыкли и стали более внимательными. 11-классник Исмет Асанов проявил свои преподавательские способности в младших классах. Юный учитель уже окончательно определился с профессией. Он пойдет учиться на педагога. Сегодня мы провели урок в 3 классе. И сегодня мне очень понравилось быть учителем, почувствовать, каково это было. И когда вырасту, я уверен, что буду учителем. Учителя в этот день имеют возможность отдохнуть и пообщаться с коллегами. Они считают, что дети справились с поставленными задачами. Также ощутили все сложности и позитивные моменты в работе учителя. Проявили себя на высоком уровне, хорошо, подготовились, подходили к учителям, брали конспекты, по конспектам готовились. Учительница младших классов Нияра Люманова работает в школе уже 20 лет. Она поздравила своих коллег с профессиональным праздником Днем Учителя. Желаю всем учителям здоровья, терпения и всегда быть в единстве. Не только в национальных школах, но и во всех школах Крыма нужно быть едиными. Директор школы Аким Чулахаев отметил, что в школе работают профессионалы с большим педагогическим опытом. Учителя не только обучают детей, но и прививают чувство патриотизма и любовь к родному языку. Всему преподавательскому составу, который прививает любовь к родному языку, к родине, я желаю успехов в работе, чтобы в домах всегда царило спокойствие, здоровье, чтобы в будущем каждый из них добивался самых высоких результатов в работе. День самоуправления запомнится учителям и школьникам как один из самых ярких и красивых дней школьной жизни. А данная традиция сохранится и на следующий год, когда уже другие выпускники примут в ней участие. Султания Ситакаева, Энвер Румшевич, телеканал «Миллет». С 1 октября газета «Мираба» объявила подписку на новый 2017 год. Напомним, первый номер газеты «Мираба» вышел 27 ноября 2015 года тиражом почти 1000 экземпляров. Издатель медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Газета издается на средства Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан. В редакции «Молодой газеты» побывала и наш корреспондент Фадиме Ситмамут. Газета «Мираба», которая способствует сохранению традиций добрососедства между разными народами и конфессиями в Крыму, выходит каждую пятницу. Главный редактор газеты Гульнара Ильясова не так давно, месяц, занимает данную должность. Молодой коллектив с первых дней слаженно работает, чтобы быть интересным каждому читателю. В медиапространстве Крыма газета «Мираба» является одним из новых изданий. Хотелось бы отметить, что название газеты выбрано не случайно. Всем известно, что в довоенное время жители нашего многонационального полуострова приветствовали друг друга словом «Мираба», что в переводе означает «здравствуйте». Несмотря на то, что редакции еще нет года, ее сотрудники решили испытать свои силы и подали заявку на участие в конкурсах «Миротворец» и «Журналист года 2016». Но на этом коллектив не останавливается. В новом 2017 году мы планируем расширяться. Мы переходим с 8 полос на 12 полос. Мы планируем открывать
Новые рубрики, это, например, «Этнокрым», литературную страницу. Возможно, что будут сканворды. И, естественно, мы планируем продолжить и предыдущие рубрики. Это и «Бессмертный крымско-татарский полк», и обзор прессы. И еще хотелось бы отметить, что наших читателей ожидает и масса других интересных публикаций. Сегодня Мераба освещает общественно-политические, культурные и религиозные события, происходящие на полуострове. Сотрудники редакции надеются, что следующий свой день рождения они отметят с еще большим тиражом и количеством подписчиков. Фатиме Сейтмамуд, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась персональная выставка заслуженного художника Крыма, живописца Ирфана Нафиева, приуроченная к его 65-летию. Выставка организована музеем при поддержке Министерства культуры Республики Крым. На персональной выставке заслуженного художника Крыма Ирфана Нафиева можно увидеть прошлое и настоящее Крыма и крымских татар. На живописных полотнах синевато-фиолетовые горы, уходящие вдоль реки, бьющие родники, старые домики с красной черепицей, узкие улочки, летящие в небо журавли. Это все можно увидеть в работах Ирфана Нафиева. В каждой работе Ирфана Нафиева его крымско-татарская душа, в которой боль утраты всегда сочетаются с радостью возвращения. Как и все наши художники, я посвятил многие свои работы теме возвращения. У меня есть картина, в которой я описываю женщину, которая после многих лет нашла дом и вернулась в нее. Таких работ у меня много. 2001 года Ирфанбей возглавил Ассоциацию крымско-татарских художников. 2014 года он член Союза художников России. Ирфан Нафиев также преподает в Крымском инженерно-педагогическом университете. Ирфана я очень люблю. Я его люблю, вот ты сказала в конце очень хорошее выражение – философия. Вот я в его рисунках вижу его философию, его работа, я ценю философию. Вот любую работу посмотрите, только сейчас ему говорю, вот Шахи-Зинда, да? Это 9-12 век, 1000 лет тому назад. Да? Знаете, вроде бы уходящее уже, погибающее время. Смотрите, летят журавли, и этот памятник живет, он нас зовет к себе, говорит, посмотрите на меня, взгляните на меня. И эти горы тоже, они как бы разговаривают с тобой, они, горы у него не такие вот жесткие, как очень часто рисуют, да? Опасные такие, они у него мягкие, ласковые. Он как он сам такой, понимаете? Ирфан Нафиев – организатор и участник многих республиканских и международных выставок. Его работы хранятся в собраниях музеев и частных коллекциях России, Узбекистана, Украины и Турции. У него своеобразный колорит, гамма, тема своя, сюжеты свои. Ну, такая личность интересная, творческих успехов. В дальнейшем, чтобы он еще был более активным был, более темпераментным был, интересным был, чтобы он каждый раз своей выставкой нас радовал. Кто не знаком с творчеством Ирфана Нафиева, в котором отражен глубокий философский смысл, в тонко переданных художественных воплощениях автора, может посетить персональную выставку в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Мобилия Июб, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Увидимся с вами завтра. Всего доброго.